Пожалуйста, ваш коньяк. Вон там, у которого часах. Оркестр. Угу. Понял, делаем. Сделай. Вас благодарят и спрашивают, может для вас какую-нибудь музыку сделать? Нет, я бы хотел поговорить, если можно. Передам. Все, друзья, мой рабочий день окончен. Все, приходите завтра. Ну что, пойдем? Пошли. Привет. Ты хотел поговорить со мной? Да, понимаешь, есть деликатная тема. Говори, не стесняйся. Прямо здесь, что ли? Да, здесь можно говорить на любую тему. А может, ты хочешь продать атомную бомбу или купить? Пожалуйста. Есть компьютер, Ямаха. Ворованный? Ну что ты? Сам привез? Нет, друг. Можно посмотреть? Нет, друг в Москве. Он просил найти клиента, ну а потом... Слушай, откуда ты знаешь, что я куплю? Кто сказал? Ну, я смотрю, играете, думал, ну, может, понадобится. Ха! Ты, не зная меня, пришел ко мне? Ну? Ты правда не знаешь меня? Ну ты даешь. Здесь меня каждая собака знает. Эй, иди сюда. Что? Ты знаешь меня? Да, ты Аман, лучший друг красавчика, большой человек. Иди, все, валяй. Ну, теперь понял? Ты еще долго? Подожди, детка, подожди. Ну что? Пока. Пока. Ямаху хочешь продать? Пес, что-то разнюхал. Ты уверен, что он? Знаю я его. Сколько мы из-за него... Тачку ловишь? А? Сейчас я тебя подвезу. Идем. Идем. Чего дрожишь? Не знаю. Знобит. Ну-ка, накинь. Лучше на свежий воздух. Давай выйдем. Далеко не ходите? Ага. Брат,
Есть еще что-нибудь? Совсем немного осталось. Придется потерпеть. Не могу больше терпеть. Давай вернемся. Пойдем к врачу. Пусть он делает, что хочет. Пусть лечит нас. Нет больше сил терпеть. Глупенькая, это всегда успеется. Пока что у нас есть более важная цель. Мы должны выкарабкаться, слышишь? А потом весь мир наш. Ну тогда до этого. Как его? Тут женского чаю. Сейчас. Наш. Марш правый. Ну что, поехали? Что с тобой? Есть. Осень первоначально. Короткая, но дивная пора. Мальчики, какие вы оба дураки. Ну посмотрите, как кругом красиво. Какой покой, какая красота. А вы дураки. Легко, так легко. Девочка моя, синеглазая, без тебя мне не прожить дня. О, какие бицепсы! Ма, ты что? Тебя всю ночь нет. Никто не знает, где ты. У полковника. Телефон не отвечает. Не знаю, что с тобой. Убили, отравили. А с утра стал звонить какой-то. Сказал, если ты не придешь туда, где был вчера, то меня, твою жену, а ребенка выкрадут. Вот, и она меня позвала. Здесь сидим с утра. Вдруг телефон отключили. Я ей говорю, случайно. Она говорит, нет. В общем так, если ты не против, я их
в аул, к брату заберу. Так будет надежнее. Никак не пойму, для чего все это? Санджар, это же глупо. И чего ты добиваешься, ну? Кругом все воры, мошенники. Кому нужна твоя честность? Поехали, дочка. Приехали! Выходите! Красота! Мне опять плохо, Мурат. Потерпи. Потерпи, родная. Теперь уже скоро. Выходите! Маше плохо. Прогуляется, лучше станет. Машина дальше не идет, выходите! Ребята, вы куда? Да вы чего? Я ж пошутил! Оставь свои дебильные шутки. Они у меня вот где. Перестань, Мурат. Балабла. Если вам так хочется, Толя, мы пойдем пешком. Мурат, мне совсем плохо. Господи, что же это такое? О, вот они. Фуфула поганая. Не оставил все-таки свою Машку. Сюда давай! Ну вот что, голубчик. Ты поедешь с нами. А она пусть идет пешком. Гостиница рядом. А может, ее тоже можно, а? Ты что, с ума сошел? Пусть идет в гостиницу. Садись в машину. Маш, ты иди сама, ладно? А я к тебе вернусь. Мурата, Да, и запомни. Ты нас не знаешь, мы тебя не знаем. Вы кооператоры, мы туристы. Адью. Что, хумарит Машку твою? Да, надо было ей оставить немного. Верно, как бы чего не натворила. Ничего, пусть привыкает к рукам. Послушней будет. На-ка, заложи в дупло. А то работник с тебя. Запить дать? Значит так, спросишь Штефана Варгу, скажешь, от москаля за сеном приехал. За килограмм максимум 4 сотни. Будет кабеница, сразу уходи, понял? Никакой торговли. Девушка, что с вами? Обидел кто-нибудь? Может, чем помочь? отстань. От москаля. За сеном. Падай. Потолкуем. Давненько вас не было. Сколько возьмешь? Сколько есть? Сколько есть? Много есть. Тонна. Тонна так тонна. По 350. Ты что, 350 много? Давай 300. Это, брат, мало. Ну, как хочешь. Подожди. Нехай буде гречка. Давай по 300. А хочешь по 350?
Условия? Ерунда. Справочку, что расплатился по 400. Лавка. Разделим поровну по 50. Тебе 350 тысяч, мне 50. А тебе на твои 50 сенсаны подкинуть? Да нет, сейчас не выйдет. Может, потом. Знаешь что? Найди какой-нибудь чемодан и набей для меня килограмм 20. А что так мало? Бери больше. Да хватит. Дай бог это довести. Ну, гляди, дело хозяйское. Мурат! Мурат! А, придурок, куда его унесло? Да ладно, пошли. Куда он денется? Давай. Повернись. Сюда еще может войти. Держи. Держу. Повернись. Вот так. Черт. Что же делать? Может, еще раз давай попробуем? Не получается. Видно будет. Возьми их с собой. Да нельзя. Рубль найдут, убьют меня. А давай их телеграфом отправим. Угу. Чтобы на месте сцапали, да? О, вот что. Мы их сдадим в камеру хранения, а потом приедем за ними. Это самое лучшее. Держи. Это тебе на дорогу и на все такое. Устроишься в лучшую гостиницу, потом найдешь красавчика, предложишь ему килограмм за 1000. Поняла? А если не возьмет? Это стоит 1500, так что с руками оторвет. Запомни, к моему приезду у тебя на руках должно быть 20 кусков. Поняла? Поняла? Пошли. С красавчиком держись уверенно. Хочешь бери, хочешь нет. А потом сразу к маме экспедиция. Я тебя там найду. Поняла. Ну вот и все. Мурат, я боюсь. Да не бойся. Все будет нормально. Прикурить есть? Что? Прикурить. Не курю я, дорогой. Не курю! А ты не беги, я считаю. Ну ты чего? Это 18, это 18. 21. На, держи. 22. 23. 20. Ты их так расставляешь, их посуду на столе. Бросай до кабины, и все. 29. Не учи. Давай. А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали по темною водой. А эти твои ночные помощники откуда взялись? О, это большие люди, приехали помочь нам, кооператорщики. Темнишь. Да ты что, клянусь матерью, они крупнейшие специалисты в области фармакологии и народной медицины. Да. Слушай, а куда мы едем, а? Куда надо, туда и еду. Толя, но ведь нам же не сюда. Вам не сюда, а мне сюда. Дело у меня тут. Ой, ничего не понимаю. Скоро поймешь. Может, ты ошибся? Может, это другой? Что я, лох какой, что ли? И в том селе, и в этом, и возле гостиницы околачивался.
Точно мент. Я их псов по запаху чую. Ищут. Что будем делать? Может быть, Хряпе позвоним? Держи. Ты что, мокруху хочешь подсунуть? Ты куда? Стой! Ты гад! Стой! Стой! Матла! Стой! Вставай, сука! Ну, держи! Нет, не могу. Прошу тебя. Всегда мог, а сейчас не можешь, козёл! Ну, вставай! Вставай! Прошу тебя. Не могу. На кого же сын мой останется? Умоляю тебя, только не это. Дурик. Зоновская гнида. Бесхребетная тварь. Мразь. И ты смеешь еще возникать? Не пойду. Ты же знаешь, у меня жены нет. Куда же мой ребенок денется? Прошу тебя, умоляю тебя, Владик. Перестань плакать. Ты что, хочешь, чтобы я вышку заработал? Или ты пойдешь к ним, или... Прикрыться мной, сука, хочешь? Как напечатали ее личность на обложке, тут и началось. Письма пошли, и все от солдатиков. Давай дружить, давай любить. Ой, вовсю девки голову закрутили. Вот они, писульки-то эти. Ой, сколько. И по сю пору идут, идут. Твое письмо, наверное, такое же. Она знала кого-нибудь из этих ребят? Нет, она не знала никого. А где она теперь? Да в город подалась. Слыхали, будто скоро замуж идет. Здесь-то бывает? Нет, не приезжает. Ни разу не была. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ашхаду ан ла илаха илlallah. Шануренко! Шануренко! Я! Ко мне! Есть! Помоги поднять! Шануренко! Бегом сюда! Возьми вещмешки! Есть! Шануренко! Ко мне! Шануренко, браток, попробуй соль. Смотрите, мальчик! Откуда он взялся? Мальчик, иди сюда! Иди, не бойся! Товарищ солдат, устав забыли? Гражданскому лицу в расположении части находиться не положено. Товарищ сержант, ну как несовестно, ведь малец же совсем. Что ты меня совестишь всю дорогу, Шануренко? Товарищ сержант, дайте котелок! Ну да дайте, дайте! Да ты что, Шануренко? На, браток, ешь! Шануренко, что за нюни? Война, между прочим, еще не кончилась. А если он от духов засланный? Может, у него под халатиком наводное устройство, и он корректировщик огня? Да какой там
Корректировщик! Товарищ сержант, если что, письмецо в Союзе передайте. Я пришел. Иди за мной. Подожди здесь. Ты там передай, мне особо ждать некогда. Что, никого нет? И никого не было? Нет. Так. Фу. Часы, значит, подвели. Фу. Вот. Ну, отлично. Можно выпить. А чего ты на него уставился? Срисовано с мертвого коня. С мертвого коня. О, какие люди у нас в гостях. Рад вас видеть. А я не понял, какие люди? Очень приятно, что вы нас посетили. Привет всем. Будьте начеку. Сегодня будет сам Пахан. Сегодня Пахан. Ты?
Как видишь. Никак не думал, что ты сам сюда придешь. Руки! Обыщи его карманы. Я? Ты или он? Проверяй сам, если тебе нужно. Я гостю в карман не лезу. Неужели ты не знаешь, что это за птица? Знаю, знаю. Что у вас, Таманга? Я думаю, он вооружен. И вообще, мы окружены ментами. Понимаешь? Ты не волнуйся, дом окружен нашими. А личное оружие? Что ж, пусть будет. Оно тут у всех есть. Ну, смотрите. Я вас предупреждал. Увидим. Не надо. Пахан этого не любит. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй. Ты в Ашхабаде? Только что прилетел. Где он? Где он? Стой! Пустите меня, я его киски выпустил! Прекрати цирк, красавчик. Я его пальцем не тронул. Пустите! Лучше скажи, зачем позвал? Чтоб тебя замочить, нет. Ты Аман убил, и ты ответишь за это. Клянусь его могилой, пустите! Пустите! Подойди сюда. Здравствуй, Пахан. Здравствуй. Успокойся. Ну, с чего начнем? Пахан, капитан сам пришел. Вот с него и начни. Вот как. Ведь я старый человек. Не узнаю молодых. Мои ровесники уже генералами стали. Пахан, начни с него, я тебя очень прошу. Ну что ж, можно и с него начать. Итак, что вас сюда привело? Меня пригласили. До сих пор не сказали, зачем. Пахан, он убил Амана. Ты знаешь, это я его пригласил, чтобы отомстить за друга. Разреши, Пахан. Да. Это сложный вопрос. Оставим наконец. Кто еще у нас? Входи. Здравствуйте, здравствуйте. Говори. Я Мухаммед Кулиев Гильды, заведующий 205-м магазином Чарджоу. Неделю назад проверка Ашхабадского ОБХС обнаружила у меня крупную недостачу. Я через знакомых обратился за помощью к майору Пальванову, работающему там же. Он пообещал за 25 тысяч уладить дело. Взял деньги, и теперь я не могу его найти и не дозвониться. А тебе известно, что из этих денег мы возьмем половину? Ну, а если бы еще бы дело мое уладили, я бы уж не поскупился. Да? Ну что ж, хорошие слова. Оставь все координаты майора, иди домой и спи спокойно. Спасибо, спасибо. Ну, следующий. Сейчас только найду, так где же оно? А, вот, так, сынок, почитай. Ну-ну. Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза. Ой, папа, это же в райком. Куда же я? А вот, А посмотри. это в милицию. Милицию, так, это вот, посмотри, давай. Да, вот. Ага. Это мой единственный сын. Его мать умерла, когда ему было 10 лет. Это я его единственный сын. У него умерла мама, когда мне было 10 лет. Ой. Не у меня умерла мама, когда ему было 10 лет. Ну что ой, ты, папа, читай сам. Сынок. Ну, хорошо. Ага, где тут? Ага. Это мой единственный сынок. Его мать умерла, когда ему было 10 лет. Я всю жизнь собирал колым. Да. Чтоб женить вот его. И, наконец, женил. Да. Но не пришло в мой дом счастья. Ее отец оказался нечестным человеком. Извините за выражение, он оказался сволочью. Вот так. Устроивший свое обогащение продажей дочери. Она пожила у нас, правда, несколько дней. А потом говорит: я не люблю твоего сына. И ушла. А мы за ней.
а ее уже продали другому. Вот так. Перестань. Здесь не смеяться, плакать надо. Ну, а почему ты обратился к нам? Ведь милиция неплохо справляется с этим. Может быть и так. Но там больше верят женщинам. Там правда однобокая, государственная, но не человеческая. Вот. Посмотрите, как он хорошо говорит. Молодец. Развивай свои мысли, не стесняйся. Ты, наверное, хотел сказать, что у них добро и зло выдуманное, что их законы составлены на жизнь умозрительно и во всем проходят мимо настоящей, Богом определенной жизни. Да? Очень даже так, уважаемый. Молодец. Что ж, вы можете идти. Да, идите. Пахан. Обожди. Кто у вас, Евгений Валентинович? И чему примчались? От сынков моих ни слуху, ни духу. Заправились нормально, были в дороге, и вдруг думал, может быть, вы знаете что. Сколько загрузили? Тонну. Сколько времени звонили? Вчера за весь день ни разу. Вот я и... Я думаю, твои опасения напрасны. Нам помогут. Подождем. Кто по мелочам, в следующий раз. А поливальщика примешь? Да, приму. Я, Анна Мурат Бердыев, живу в городе Ашхабад. Хватит. Я знаю твое дело. Чего ты хочешь? Прошу отомстить за меня. Но человеческая жизнь у нас в цене. Если мой позор смоется его кровью, я все отдам. Дом, двор, все отдам. Хорошо. Через 5 дней принеси 5000 рублей. Недорого же у тебя человеческая жизнь стоит, Пахан. Может, хватит показухой заниматься? Думаю, хорошая голова 5000 стоит. За твою вот и рубля жалко. Иди через неделю приходи с торбой и получай голову своего мучителя. Да тут все ясно, Пахан. Отдай его мне. Что ты можешь сказать на это? Скажу, что вы неплохой театр устроили. Но всему есть предел. Предлагаю всем вам сдаться добровольно. Подумайте. Не сегодня, так завтра. Все равно придется это сделать. Он твой. Вот гад! Салам алейкум. Кто к нам пожаловал? Кого мы видим? Добро пожаловать. Салам алейкум. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Да. Что угодно, Яшули. Лук кончился. Думаю, зайду к ребятам, попрошу мешочек. Конечно, конечно. Мешок лука. Мешок лука. О, и вы тут? Ну, как ваши дела? Спасибо. Хорошо. Лук готов. Лук готов. Ну зачем? Я сам. Я отнесу, как можно. Да, Санжар, будьте завтра вечером моим гостем. До свидания. До свидания. До свидания. Не сметь. Его пригласили в гости. Тебе повезло. Но ты не должен прийти с пустыми руками. Завтра утром подпишешь освободительную Малаеву. И
иначе пеняй на себя. Расходитесь. А, это вы, здравствуйте. Здрасте. Мне Мурат сказал, чтобы сразу к вам обратиться. Конечно, конечно. Он сказал, травка есть. Сколько у вас? Он сказал 20 килограмм. Угу. Какая цена? Он сказал 20 тысяч. А где товар? В гостинице. Надо посмотреть. Вот он поедет с тобой в гостиницу и посмотрит товар. Ага. А мне сейчас некогда, извини. 20 очень дорого. Ну, я не знаю. Мне Мурат так сказал. Будь с ним поласкивее, ладно? Иначе не купит товар. Что-нибудь еще? Мне немного таджинского чаю. Мне очень плохо. Ну, у него все есть. Там и договоритесь. Ага. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. В 306-м проживающий у себя сейчас? 306-й? Да. Ключа нет. Значит, у себя. Спасибо. А вы кто? Я ее мама. Пожалуйста, Спасибо. проходите. Поднимитесь на второй этаж. Спасибо вам. Машенька? Маша? Машенька, доча, проснись. Что с тобой? Ты заболела? А, Машенька? Машенька, что ты говоришь? Это же я, твоя мама. Что они с тобой сделали? Отвали, старый черт. Уйди. Алло. А, Пожаров. Привет, это ты? Фура завтра въезжает в Туркмению. А товар они везут? Ну, спасибо. Спасибо, прослежу обязательно. Слушай, может, тебе там дыньки или что? Хорошо. Ладно, есть. Пока. Пока. Послушай, я вынужден это сделать. Для твоей же безопасности. Что за глупости, Сеид? Все законно. Давай, одевайся.
Пойми, мне нельзя. Только что сейчас звонил Пожаров. Мне нужно принять дело. Ты об этом не беспокойся. Я займусь. Берите. Пошли. Считай, до самого Ашхабада так. Неужели это не вода? Это видимость. Мираж. Приеду в Ашхабад, напьюсь до упаду. А где ты там живешь? Где попало? Как? Сиротая. А знаешь, у меня тоже адрес. Что? Как говорится, Советский Союз. У меня тоже никого. Поехали. Впереди будет аул. Напьемся. قيد القم ذاغذي ظالم الذي والمليار يفتيكم المشنع Салам алейкум. Валейкум ассалам, сынок. Нам бы воды хоть немного попить. Да что ты, сынок, какая вода? Она у нас привозная. Сами ждем, не дождемся, когда привезут. مقصدم درده وضايم ويقف صاغني ظالم ديوان مليار يستجيركم شوني. О чем поешь, Мурат? О любви, что ли? Да. О чем же еще? А тебе много дадут? Фиг с два. Подбросят кровь и не ожиреешь. А мне сколько? Слушай, почему мы должны ждать, пока нам подбросят? Давай возьмем сами. Как? У нас, говорят, сирота свой пупок сам должен обрезать, ведь ему никто не поможет. Как тебя понимать? Не доедем до места и все. Понимаешь, тут у нас тонна. Мы за нее 1,5 миллиона возьмем. О, боже мой, 1,5 миллиона! Вернем им 400 тысяч, потом заживем, как турецкий султан. Турецкий султан. Разве в деньгах дело? Что? Не в деньгах, а в чем? Будь добр, скажи, пожалуйста, в чем? В честности, в совести, в правде, в коммунистическом образе жизни. Вот где эти слова, вот. А я верил. Я верил в это. И что? На мне дрова возили, как на ишаке. Понял? Инспектор Аширов, документы, пожалуйста. Нет, паспорта. Ты посмотрите-ка на него. Ладно, не задерживай, браток, я к зубному врачу опаздываю. Прошу паспорта. О, старый знакомый. Вот так встреча с приездом. Товарищ капитан? Чего? Раскрой глаза пошире, козел. Уже майор.
Руки. Приехали. Мурик, родненький мой, с приездом. Как мы вас долго ждали. Ты поворачивай давай. Куда? Туда, где нас не найдут. Мы опередили всех. Делим на 4. Вы получите по 10%. Ясно, да? Как? Как же так? А ты что, ублюдок, еще недоволен, что ли? Иначе получишь 10 граммов свинца, понял? Я понял, я просто так сказал. Вот так-то лучше. Машина идет. Убери пушку. Спокойно улыбайся. Руки опусти, ублюдок. Руки опусти, вот так. Ага. Погуляй пока. Что, помочь вам? Хорошо бы. Ты куда, парень? Да пошел ты. Что случилось, дедушка? Да вот, барахлит что-то. Успокойся. Ну, не надо. А ну-ка, позови его. Пошел. Быстрей. Быстрей. Пошел. Я вперед. Анатолий, Иди сюда. они тебя зовут. Ага, бегу. Слушай, по-моему, он не хочет. Ну и черт с ним. Может, мы сами? Поехали. Конца не края. Знаешь, Мурат, а я с детства люблю дороги, уходящие вдаль. С чего это? Понимаешь, мечтатель я. А у дорог, как у мечты, нет конца. Идешь себе, как завтра, за счастьем. Долго нам еще идти, Мурат? Не знаю. Анатолий, это пока. Это он, я знаю. Прячемся, Анатолий! Анатолий, где машина? Где товар? Где? Тю-тю. Как товар? Евгений Валентинович увезли. Куда? Туда. Кто? Кто увез? Спокойно. Такой вот, как вы. На вас похож. Так я и предполагал. Поехали. Толя, давай в машину, показывай дорогу. Не по пути нам, Евгений Валентинович. Разговариваешь много, несчастный. Делай, что велят. Иди. Ах ты гад! Стой! Кончай с ним. Будьте вы все.
Товарищ сержант, если что, письмецо в Союзе передайте. Прости меня, мальчик, прости.
Говорят, вам приписывают убийство, это правда? А меня вот отпустили. Как отпустили? За отсутствием состава преступления. Скажите, а это правда, что в вашем роду все были честными людьми? Не задерживайтесь, пройдемте. Нельзя разговаривать с подследственным без разрешения. Пройдемте, пожалуйста. Позовите полковника! Позовите полковника! Позовите полковника! Позовите полковника! Что? Что за шум? Да вот, спрашивает полковник. Подожди-ка. Дорогой. Сержант, дверь. Нет его, Санжар. Он уехал в аул к другу. Решил немного отдохнуть. Проветриться. И потом, я не знаю, захочет ли он тебя видеть. Почему? Как? Разве ты не в курсе дела? Нет. Все управление об этом говорит? Говорит, полковник замешан во взятке на крупную сумму. И что этот слух распространил ты. Я? Кто сказал? Я сказал. Санжар, что с тобой? Да ты весь горишь. Пойдем к врачу, сделаем укол, собьем температуру. Все будет хорошо. Я тебя провожу. Пойдем, пойдем. Давай, пошли. Пошли. Не останавливайся. Давай, давай. Пойдем. Вперед. Он сам, он народ! Он сам народ! Присовну с мертвого коня. С мертвого коня.
Aklım bulur ya birden gülap Aklım bulur ya birden gülap